Здравствуйте. Накануне во Дворце детства наши подростки, столичные подростки, подводили свои, прямо скажу, далеко не детские итоги 2006 года. Однако начнем с рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Продолжается разбирательство с началом строительства многоквартирного дома с магазином в сквере Карла Маркса. Первыми тревогу забили местные жители, когда увидели забор. Как выяснилось, ранее строительная компания имела разрешение на аренду этого участка с целью проектирования дома. Однако в положенные сроки представления проектно-сметной документации она не уложилась и, несмотря на это, начала строительство. В настоящее время Государственный архитектурный надзор выдал ей предписание о прекращении работ. Но, замечу, забор-то так и остался ведь стоять на месте. Да, стоит забор. А тем временем коммунисты тоже присоединяются к протестующим и уже объявили о том, что они готовы провести даже специальную акцию. Вот лично меня, правда, это наводит на мысли о двойных стандартах, которые применили в данном случае коммунисты. В том смысле, что вот сквер Карла Маркса трогать нельзя, а снести полностью сквер Пушкина, где сейчас строится многоэтажный дом, вполне можно. И все только потому, что в первом этаже будет располагаться офис Компартии. Завтра эта тема получит продолжение в окружном совете депутатов. А сегодня судьбу иностранцев, работающих в Якутске, решали на совещании в Роспотребнадзоре. Дело в том, что в понедельник вступает в силу решение федерального правительства, регулирующее использование труда иностранцев. К 1 апреля иностранцам повсеместно запрещена уличная торговля. Интересно, и чем же они тогда займутся? Официально в Якутске сейчас занимается торговлей около 700 граждан ближнего и дальнего зарубежья. Теперь им предписано торговать только в торговых центрах, причем их численность в торговых центрах не может превышать 40% от общего количества продавцов. Наверняка я так подозреваю, что это связано как-то с теми событиями, которые недавно происходили в Карелии, в Кандапоге. Наверное, тем более, что для исполнения этого постановления пришлось изменить Трудовой кодекс. И в продолжение правоохранительной темы сегодня в Мирном министр внутренних дел Яков Стахов представил личному составу местного УВД нового начальника Евгения Алешина. Напомним, что предшественник Алешина на этом посту Сергей Кондаков сейчас занимает пост начальника городского УВД Якутска. И надо заметить, что работа-то у него в Якутске не впроворот. Да, в отличие от Мирного, где совершалось несколько преступлений за сутки, а в Якутске около 2 десятков на него обрушилось. Да, вал целый, можно сказать, и причем он все время постоянно нарастает. А то, что касается уличной преступности, так увеличение вообще двукратное за прошлый год. И, кстати, об уличной преступности. Вчера в Якутске был зарегистрирован необычный грабеж. Его совершили ученики 6 класса. На улице Чайковского они напали на предпринимательницу и отобрали у нее вещи стоимостью 12 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в милицию, после чего оба малолетних грабителя были задержаны милиционерами ОМОНа. И в заключение сообщения о происшествии. Оно случилось в поселке Угольщиков Джибари-Кихая. На местной шахте в результате обвала породы в одном из штреков погиб горнорабочий. Сегодня из Якутска в Хандыгу вылетела правительственная группа, которая будет разбираться в причинах чрезвычайного происшествия. Итак, накануне во Дворце детства столичные подростки подводили итоги 2006 года. Точнее сказать, итоги, конечно, подводили взрослые и отмечали лучших подростков, причем на широкую ногу. Впервые были вручены 10 подросткам, лучшим подросткам, гранты. Речь идет о спортсменах, общественниках, отличниках учебы. Гранты достаточно серьезные, 20 тысяч рублей каждый. И кроме того, еще 21 подросток получили гранты Управления столичного образования по 10 тысяч рублей. Вообще-то мы первый раз вручаем гранты такие. Это тяжело было принять такое решение, нет? Да нет, это не тяжело, но комиссионно мы определялись. Тяжело в каком плане? Легко вроде то, что мы им вручаем. А то, что когда определялись, детей-то очень много, и выбрать среди десятков представленных школ, допустим, 10 лучших из лучших, это было, конечно, сложно. И один из них Владик Макаров, воспитанник ДЮСШ-3 Якутска. Борец. В 2005 году чемпион страны, а вот в 2006 году... 2006 год, как он для тебя вообще? Если сравнивать с другими годами, он был лучше, хуже? Он был лучше, наверное, скорее всего, потому что я участвовал в соревнованиях, более-менее крупных, чем в тех годах. Участвовал на России, на Дальнем Востоке, Республике. На Республике, на Дальнем Востоке я не проигрывал уже несколько лет, а на России в этом году проиграл. Досадно было? Обидно было? Да, было обидно. Он является одним из самых лучших воспитанников, и мы ставим перед ним задачу на выполнение звания кандидата в мастера спорта. Ага. Вот это звание ему под силу. Он пока еще в юношеском возрасте участвует.
И через год он только перейдет на юниорский возраст. Еще одна участница торжеств Юлия Андреевская, хорошо знакомая по программе «Автобус радости». Она была удостоена гранта столичного управления образования в 10 тысяч рублей. Как оказалось, Юлия еще и художница. Юлия, работа твоя здесь есть, нет, на этой выставке? Нет, к сожалению, но тут моих работ нет. А скажи, вот так вот, если бы ты попробовала симпровизировать, и какую бы тему ты выбрала вот для этой выставки, что здесь вот засветиться хорошо? Не знаю, наверное, бы про ЗОЖ. ВИЧ, вот СПИД, вот это все, это моя любимая тема. А почему? Не знаю, мне нравится вот эти всякие, узнавать про тех, кто болел ВИЧем, кто умер, чтобы помочь людям, чтобы они больше не пользовались наркотиками, не курили, не пили. А среди твоих знакомых есть люди, которые, слабы на это дело? Да, я бы сказала, даже может быть много. Это очень плохо. А как они так как пришли к такой жизни, как думаешь? Не знаю, просто один начал, другого научил, третий захотел попробовать, четвертый заповторял, и просто вот это пошло все цепочкой. Юля, скажи, а тебе вот в этом смысле тогда удалось кого-то, наоборот, сагитировать за здоровый образ жизни? Да, у меня есть человека 3, наверное. Они больше не курят, не пьют, и все. Я очень рада. Михаил Лукин – выпускник этого года национальной гимназии, но грант в 20 тысяч рублей он получил еще за свои школьные достижения. Я ездил на 9-й Каплановский чтение конкурс и выступал по 3 секциям. Первая тема у меня называлась «Молодежь в гражданском обществе». Вторая тема была про культурно-географические термины «Волонхонь, Урбан-Батур, стремительный». В жизни как бы все взаимосвязано, поэтому некоторые волонхо якутском имеются, есть много закономерностей, которые есть и в сегодняшнем обществе, поэтому изучать волонхо очень полезно для человека. А сейчас я занимаюсь избирательным правом. Следующий год будет актуальным, 4 выборных кампании, поэтому как бы интересно было бы исследовать. А можно поздравить с Новым годом? Пожалуйста, а кого ты хотел поздравить? Я хочу поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым и с наступающим Старым Новым годом всех моих друзей, одноклассников, однокурсников, преподавателей, прежде всего. Их труд сыграл очень большую роль, родителей, всех жителей республики и всю молодежь республики и города с этими праздниками. С прошедшими наступающими. С прошедшими наступающими. Да. Мне бы хотелось от всей души поздравить всех ребят. И тех, кто сегодня награжден грантами главы, грантами управления образованием. И вообще наших детей, которые здорово нам помогают, чтобы наш город рос, развивался и процветал. Еще раз хотели бы поздравить всех ребят, учащихся наших школ, да вообще всех детей нашего города с Новым годом. Пожелать им счастья, успехов и чтобы их мечты действительно исполнялись. В первом выпуске «Экса» 2007 года я предложил бросить прощальный взгляд на итоги 2006 года. Но теперь становится ясно, что я поторопился. Поторопился подвести черту, что называется. Возможно, что мы в будущем еще не раз вернемся к этой теме, я имею в виду итоги 2006 года, но это будет явно не завтра. Потому что завтра тема передачи – это межнациональные отношения и роль государства в их разрешении. На сегодня все. До свидания.